Всем привет, и друзья! Сегодня у меня дядя Миша на работу пришел. Привет, говорю! Картошку окучивать стараемся. А это теняв даст бурчи посъема, бляха-муха. Колян вона лазурит надо, изу? Meteorit liikkeelle se, mikä tätä on Itä-Tehtävälle. Мы пуксен. No, lärinti on jokin este mikä tätä. Окто кыни? Kentä kun Новай мун метли? Ключи ты там где не? Но сейчас вынесет аппарат. Есть, а сиалок торжечкин? Еще ждем одного товарища. Если придет, будем окучивать. Если нет, ну тоже будем окучивать, потому что дальше уже никак. Там он на том участке вдали, который уже все. Если сегодня не окучить, картошка может, так сказать, по простым словам убежать, так сказать, мы там говорим. Убежала картошка. Ага, вот и Алексей, добро пожаловать. А что, не работаешь? Ну, тогда будем окучивать. Маша, Лёшка, локтись. А? Кудёнко. Это как Пушкин. А тая удитана лачинда? Удита. На. Сейчас Лёша разложит. А мы на вас должен локнуть. Агрегата. Есть видео на агрегат с размерами, со всеми. Ну-ка, покажи еще, как он выглядит будет. Вот так аппарат выглядит. Вот так. Видео есть на этот агрегат, где с Машей Алексея окучивают. Все, начали, мужики. Вот такой плуг. И тут главное, чтобы ширина рядов угадать, как сажать, чтобы доходило до этого, до кустика. А потом уже с краев, да, что да, это Маша будет поправлять. Эг! Он, дядя Миша, говорит, эксперимент сделал. Это, в сено закопал картошку, да? Да. Осенью будем смотреть тогда твой эксперимент. Так вот и работают. Очень намного быстрее, чем тяпки. И говорят, что некоторые говорят, что то, что
плохо окучивает. Плуг хорошо окучивает. Надо только немножко потом с краев поправлять и все. Он поможет. Ух ты, Бурахова, ты считаешь? Да, и надо угадать шириной посадки. Вроде уже и отмерено там, но все равно не всегда получается угадать. Там на лопатке даже отмечено ширину каждый год, как сажаем. И все равно. Да, здесь вот угадано, да, ну, правильно посажено и отлично делает рядки такие. Отлично. Там сразу решили на всю ширину делать. Снимать получается напротив солнца и засвечивает, конечно, кадры. Но поснимаю. Я вот сегодня решил засечь, сколько времени будет, и скажу вам. Вот на это такой участок. Вот вот это большой участок. Там еще другой, но вот именно это засеку и скажу, сколько окучивали времени. А, sevgilisi. Şoyiz, блядь, Мы. Таесе. Ага. Сильно нажимать на плуг не надо, просто там управлять надо, потому что хорошо отрегулированный плуг должен сам, как бы он, врезаться на определенную глубину. Вот такой наглядный показываю. Там вы Москва считаешь, черри концерта 70%, блядь. Sabes, топтапена. Речь у нас уже зашла о рыбных консервах. Я Ямиша говорит, что вот сегодня услышал, что 70%, 70%, да? Рыбных консервов подделка. Говорит, вот услышал или прочитал, или между делом успевает еще обсудить мировые новости, так сказать. Вот это... Күте? Сия Кускиштандай? Мика. Это если что, это ты Мика. Подожди. Вот и утру ими. Вот там есть, что еще по нам Мика. А ты как кому кале то? Ви миги кре то. Давай, ну. Я вас кому. Вообще же утру. Так, если я могу то утру то пойдем. Так, немножко
Немножко расскажу про сегодняшнюю погоду. Ну, наверное, сами видите, что творится на улице. Прохладно. Сколько градусов сегодня, Мша? Где-то, наверное, градусов 15, не больше, давай. Да. Ветер такой северо-западный, западный, северо-западный, прохладный. Я в куртке сижу. Маше дали выходной. Прошлый год она сама за рулем была, Леша таскал. В этом году дядя Миша за рулем. Маша говорит, я с сорняками еще буду бороться и поправлять там вот эти концы грядок, да что да. Ну, ей работы хватает. Это сейчас они, видите, холостыми шли, потому что тут амбар стоит, и получается участок прямо до амбара, и надо в одну сторону только тягать. Это вот неудобство такое. А? Ага. Вот так работает плуг. Так работают работники. Пора такая. Ну, друзья, уже мужики на конце поля заканчивают. И вот на этот момент 25 минут они вот на это поле потратили. Там вот уже последний ряд, по-моему. Ну, вот, скажем, что максимально 30 минут, полчаса вот на этот участок. Участок шириной 20 метров и в длину 40 метров. Вот. 20 на 40, это получается 800 квадратов. За полчаса. Там была борозда, они там, чтобы легче окучивать, сразу на два поля борозду сравняли, а теперь обратно отделяют. Это уже финальник, так сказать. Полчаса на такой вот 20 на 40 участок, я думаю, это немного. Там большой участок закончили, вот этот мелкий тоже где-то, ну, есть длину-то, метров, наверное, тоже 35. Ширину, правда, где-то, наверное, метров 4 всего. И тоже вот такой же однообразный процесс. Единственное, что после вот такого окучивания концы грядок надо поправлять настоящей тяпкой. Сегодня я снимаю только вот окучивание. Ну что, дело близится к концу, завершению. В общем, где-то, если не считать перекур, всего ушло где-то, наверное, ну, час, скажем. Час.
на участок. Где-то, наверное, в общем, сколько примерно? Тут если 8, ну тут, наверное, поменьше, намного меньше. А борозду это тяпкой лучше, наверное, было провести. Вот здесь, отсюда, вот, уйдет корчанис, муна? Уйдет корчанис, вот. О. Ну все, друзья, закончили мы эту, как сказать, окучивание. Вот такой у нас помощник, который... Размеры этого окучника можете увидеть по ссылке. Сейчас вверху там в правом углу будет ссылка на это видео, где указаны размеры этого окучника. Все просто, 2 трубы и лемех. Больше ничего не надо. Посмотрите, кому заинтересовало. Вот такое поле. Все готово. Это поле за полчаса. И вот там участок. И вот тот участок тоже. Где-то, в общем, наверное, ушло на все час. Без перекура. Ну, с перекурами там побольше, если перекуру считать. Так что это быстро. Немножко надо поправлять концы там грядок. И все. Ну все, мужики. Что-то разговаривает между собой уже. Это вопрос к вам, мужики. Вот люди говорят, что очень, наверное, устают. Ощущение от этого плуга, скажите. Нормально. Средний? Можно еще только... Можно еще, да, столько же. Еще вот, например, вот час, вот если считать, грубо скажем, час делали. Еще сколько примерно вы держите? 2-3 часа? Ну, где-то 2 часа Целый на день. максимум. Дядя Миша говорит, целый день можно. Перекура. Алексей говорит, часа 2 еще, говорит, можно смело пахать без устали, да? Да. Ну, с перекуром, естественно. Перекуром, да. Вот. Ну, все, говорим спасибо помощникам. И все. И все, как говорится. Искусали? Ну, мошкара сегодня, да. Но ты говоришь, что тебя зато пчелы не кусают. Вот дядя Миша говорит, что его пчелы не кусают. Сейчас я перевожу. Он знает 3 волшебных слова, говорит. И никому этот секрет не выдает. А я выдам, да. А я не знаю, да. Нельзя, говорить. Да. Он говорит, что нельзя говорить никому. Его научил отец. А нас потом вот кусают, а его нет. Mezi pastörü mü güzel yoksa da güzel otar. Kurdiga düşüga şurada meneveri parasını. А дядя Миша говорит, что в детстве даже, говорит, когда мешали, на сенокосе, Земляные овсуты. на сенокосе его звали, чтобы этот улья или как там убрать. Вот такие дела. Ну все, всем спасибо, всем пока.